Селям алейкум. Бытует мнение, что существует ряд болезней, которыми лучше всего переболеть в детском возрасте. Так ли это на самом деле, расскажет наша сегодняшняя гостья Лилия Якубова. Хош келдіңіз, Лилия ханум. Действительно ли существуют болезни, которыми лучше всего переболеть в детстве, и есть ли какой-то обязательный список этих болезней? Да, конечно, существует список детских болезней, которыми лучше переболеть в детском возрасте. Дети переносят их легче лечить, лучше прогноз при данных заболеваниях. Ну, в частности, это ветряная оспа, эпидемический паротит, свинка называют обычно эту болезнь, краснуха, иногда скарлатина легче переносится в детском возрасте. Для мальчиков и для девочек есть какие-то болезни, которые опасны конкретно для мальчиков и конкретно для девочек? Да, вот последствия я имею в виду. Эпидемический паротит, конечно, более опасен для мальчиков, потому что поражаются органы репродуктивной системы. Ну, при современных методах лечения, в принципе, родителям опасаться нечего. А для девочек не так опасно само заболевание краснухой. Почему обычно стараются не переболеть, а стараются, чтобы девочки перенесли краснуху в более раннем возрасте, потому что считается, что когда девочка достигает периода, уже становится девушкой, выходит замуж, становится мамой. Для беременной женщины краснуха – это крайне опасная болезнь. Поэтому женщины, достигшие фертильного возраста, лучше, чтобы они перенесли это заболевание в более раннем возрасте. Согласно статистике, 15% людей все-таки болеют детскими, так называемыми детскими болезнями уже после 18 лет. И вот интересно, какие последствия для этих людей, переболевших уже в более взрослом возрасте, от этих болезней могут быть? Ну, во-первых, само течение инфекционных болезней, которыми обычно болеют в более раннем возрасте, для взрослых людей более серьезное, более тяжелое, более активное. Нуждаются эти люди в более активном лечении, активном наблюдении впоследствии. А если для ребенка, допустим, ветряная оспа проходит обычно, в 90% случаев, в легкой форме, да, можно даже обойтись без каких-то либо медикаментозных методов лечения, достаточно ухода, каких-то простых мероприятий, то для взрослого человека это часто заканчивается применением довольно агрессивного лечения, противовирусных препаратов, иногда и антибактериальных препаратов. Также это может сказываться, как и в дальнейшем, на иммунитете взрослого человека, потому что ветряная оспа – это герпес-вирусная инфекция, и, конечно же, он поражает органы иммунной системы. Для взрослого человека это заметно и чувствительно, активно. Какими из этих болезней возможно переболеть повторно? Возможны такие варианты переболеть повторно такими болезнями? Ну, есть такая детская болезнь, называется она скарлатина. Вызывается она стрептококком, он существует абсолютно везде. И часто люди могут подхватывать, так называемая реинфекция. Люди могут подхватывать его еще раз, и еще раз, и еще раз. Но хочется успокоить всех, это в каждом последующем случае болезнь протекает все легче и легче. Организм учится бороться со стрептококком. Если, допустим, в более раннем возрасте это проявляется более активно, клиническая картина и высыпаниями, и высокой температурой, интоксикация, то чем старше становится человек, он в принципе может даже не заметить, как он перенес, допустим, стрептококковую инфекцию. Уже ни сыпи не будет, высокой температуры не будет, большой интоксикации не будет. Поэтому, в принципе, организм учится бороться с этим. Есть единичные случаи, буквально на моей 20-летней почти что практике, есть несколько случаев, когда человек переболел ветряной оспой несколько раз. Это единичный случай, не могу сказать. В принципе, если ребенок переболел ветряной оспой, у родителей есть 99% гарантии, что ветряной оспой он больше не заболеет. Потому что вырабатывается довольно стойкий, такой напряженный иммунитет. К счастью, это даже не связано с течением ветряной оспы. Может ребенок переболеть в легкой форме и выработать прекрасный иммунитет и больше никогда не столкнуться с этой инфекцией. А может переболеть тяжело и 1-2% возможно вариант, что заболеет во взрослом возрасте. Скажите, не пытаться уберечь ребенка, если у него в группе, даже в том же детском саду, болеют ветрянкой? Да? Многие родители, я знаю, они боятся, что их ребенок заболеет и сразу забирают его на некоторое время, да, из садика. Ваш совет как врача, этими болезнями, конкретно ветрянкой, стоит ли бояться ее? Бояться не стоит. Для здоровых, иммунокомпетентных деток, в принципе, ничего страшного в том, что они перенесут ветрянку. Совершенно нет. Иногда родители переживают за младших детей, допустим, которые там находятся в таком нежном возрасте до года, да, которые вызывают опасения. А для деток, достигших садиковского возраста, начиная с 2,5 лет и до школы, до 7 лет, в принципе, ветрянка не представляет никаких проблем. Сейчас есть возможность вакцинации от ветрянки, об этом тоже родителям стоит знать и
помнить, да, в принципе, вакцина доступна, она есть во всех медицинских учреждениях, и частных, и государственных. Если прямо уже вот вызывает такие опасения, такой страх, она двукратно прививается, не вызывает никаких осложнений. Если вопрос становится так, то, может быть, лучше тогда ребенка вакцинировать, но садик посещать, детское дошкольное учреждение все равно посещать. То есть по желанию личному можно вакцинироваться от ветрянки? Да, в календарь не входит, но по желанию никаких проблем нет, вакцинируются, прекрасно переносится вакцина. Здесь родители для себя делают выбор сами. Наша задача как врачей только рассказать, разъяснить родителям о пользе, о возможных осложнениях прививки. Родитель для себя должен сделать вывод сам. То ли его ребенок переболеет ветрянкой, посещая детское дошкольное учреждение, то ли он его провакцинирует. К сожалению, даже при вакцинации 100% гарантии того, что ребенок ветрянкой не заболеет, мы дать не можем. Снижаем риски, естественно, уменьшаем осложнения после, если даже вдруг вакцинированный ребенок заболеет, но 100% гарантии тоже вакцинация нам дать не может. Раз мы заговорили уже о достижении детсадовского возраста, да, какие болезни подстерегают детей, как только родители отдают их в детский сад? Ну, ребенок, начинающий посещать детское дошкольное учреждение, находится однозначно в состоянии стресса. Его разлучили с мамой, он попал в новую среду. На фоне этого однозначно у детей снижается иммунитет. Мы все это видим. Даже прекрасные дети, здоровые, которые никогда до 3 лет не болели абсолютно ничем, попадая в детское дошкольное учреждение, будь 30 детей в группе, 15, частный детский сад, мини-детский сад, большой государственный детский сад, сталкиваются с огромным количеством. Чаще всего это инфекционные заболевания, чаще всего это инфекции. Банальные вирусные инфекции, аденовирус, риносинцитиальный вирус и заканчивая довольно серьезными болезнями, скарлатиной, как я уже говорила, эпидпаратитом, ветряной оспой в меньшей мере, потому что не так уж он и опасен этот, по большому счету, герпес-вирус. Кишечные инфекции очень часто детей подстерегают, потому что родители кормят детей по-своему, детский сад кормит деток по-своему, поэтому довольно массивный перечень болезней, с которыми ребенок столкнется в детском дошкольном учреждении. Есть какой-то метод борьбы с этим, либо профилактика для, может быть, родителей конкретно? Это сейчас? Изначально родители должны понимать, что этого все равно не избежать, ребенок столкнется с вирусными инфекциями, как он будет это переносить, это уже, конечно, забота родителей. Да? Особых каких-то рекомендаций, лечебных каких-то мероприятий я об этом не скажу. Да? Полноценное здоровое питание, закаливание ребенка, в принципе, этого вполне достаточно для того, чтобы ребенок легче переносил. Естественно, родителям не впадать в панику. Естественно, первые полгода нужно просто набраться терпения. Если это все заканчивается 2-3 днями дома, каких-то банальных мероприятий по проветриванию, увлажнению воздуха, обильному питью, и ребенок снова выходит в сад, переживать не о чем. Всемирная организация здравоохранения считает, что ребенок, болеющий до 8 раз в год, это абсолютно нормальный ребенок, не считается даже часто болеющим. Если это, естественно, не приводит к осложнениям, да, к отитам, к бронхитам, к пневмониям, если не каждый случай инфекции заканчивается назначением антибактериальной терапии и больничным более 7 дней. В принципе, это нормально. Мы всем родителям об этом говорим. Это нормально. Ребенок должен познакомиться со всеми вирусами, с которыми приходят 30 деток. Каждый приходит из своего дома, каждый приносит какую-то вирусную инфекцию. Это нормально. Ребенок должен со всеми познакомиться и научиться бороться в будущем. Вот чтобы научиться бороться, может быть, есть какой-то метод укрепить иммунитет перед тем, как за несколько месяцев до того, как ребенок пойдет в детский сад. Есть какие-то рекомендации по поводу укрепления иммунитета детей? Комплекс поливитаминов продавать ребеночку обязательно перед детским садом, наверное, нужно, но неспроста весь набор детских сады начинается у нас осенью. То есть, в принципе, у любых родителей есть время, 3 летних месяца, они приблизительно себе представляют, что с сентября месяца или конец августа обычно формируют группы в детском саду, что их ребеночек пойдет в детский сад. Поэтому, в принципе, нужно ребеночка вывести на море, полноценно, чтобы он покушал фрукты в течение летнего периода. Мама подготовилась морально, для ребенка это не было стрессом чисто эмоциональным, и с легкой душой отправлять ребенка в детские сады, пусть посещают, развиваются, социализируются, это важно.